назад в центре Якутска, так же как и сегодня, находились важные общественные, культурные и торговые здания. И улица Собранская до событий 1917 года была одной из самых оживленных. Почему она называлась Собранской? Потому что вот на этом месте, где сейчас Якутгражданпроект, нынешнее Министерство транспорта, находилось здание Благородного собрания. В этом здании Благородного собрания проходили первые такие вот постановки, да? Первые постановки, театральные постановки. То есть город Якутск на тот момент, у него было предостаточное количество творческой интеллигенции уже, для которых нужно было какое-то место, чтобы они встречались и слушали музыку. Здание Благородного собрания было построено в 1890-е годы и отличалось богатым убранством. Здесь функционировал буфет с винами и горячей едой. Внутри было 8 комнат, которые отапливались печами типа голландки. Здесь устраивались спектакли, концерты, благотворительные и танцевальные вечера, лотереи. А с 1903 года по воскресным вечерам и в праздничные дни в Благородном собрании проводились народные чтения. Читали произведения Гоголя, Пушкина, Тургенева, а лекторами были в основном преподаватели и духовные лица. В программе вечера выступал духовой оркестр, играл граммофон, пел хор из 9 чиновников, 4 учителей, полицмейстера, врача, 2 казаков и их супруг. А потом уже после революции данная улица была переименована в Клубную. Впоследствии она уже называлась улица Красной молодежи, потом улица Комсомольцев. И уже с 1957 года, после реабилитации Максима Кировича Амосова, улицу назвали в честь именно нашего видного деятеля нашей республики. А на месте старого универмага до революции стоял дом торговца Павлова с лавками и аптекой. Аптекарем служил Болеслав Иванович Свидзинский, поляк, приехавший из Киева. После революции здесь разместился музыкальный магазин Дубинина, затем ресторан, а потом квартиры горожан. Далее по улице, ближе к реке, находилась усадьба якутского купца второй гильдии Петра Илларионовича Захарова. Нынешний торговый центр «Милан» едва напоминает нам кирпичное здание с 5 лавками и винными погребами, которые купец сдавал в аренду торговцам. Улицу, где находится студенческий городок, 31-я школа, мы знаем как улицу Каландаришвили. Однако почему-то большинство из нас упорно имя коммуниста называют Каландарашвили, упуская букву «и» в его фамилии. А ведь Нестора Александровича, родившегося в Грузии, называли еще сибирским дедом. Прозвище «Старик» к нему, потомственному революционеру, любимцу Ленина, прикрепилось еще в Москве, а сибирская приставка добавилась, когда он сбежал в Иркутск. Он как раз был, его передовой отряд был уничтожен здесь, под городом Якутском, возле Табагинской протоки. Однако имя героя гражданской войны увековечилось лишь в 1925 году. До этого времени эта улица носила имя другого человека – якутского губернатора Ивана Крафта. При нем у нас появились, опять же, электричество, телеграф, синематограф. Он очень активно поддерживал якутскую интеллигенцию, вообще в целом образование. То есть при его правлении город Якутск стал не заштатным городом, а именно центром культурной и экономической жизни дореволюционного города Якутска. Именно поэтому после его отъезда в 1913 году улице было даровано имя Ивана Крафта, а причина оказалась довольно проста. В начале улицы на месте современной республиканской прокуратуры стоял дом якутского губернатора, а напротив него, еще при его правлении, был разбит первый городской сквер. Впервые тогда были высажены кустарники, деревья, березки, ели. Здесь же был установлен первый фонтан в городе Якутске.
Кстати, до 1913 года эта улица носила название Соборная, так как там находился Свято-Троицкий собор. Об этом мы расскажем в следующий раз, а сегодня именем Нестора Каландаришвили названа улица не только в Якутске. Этот адрес есть еще в Улан-Удэ, Иркутске, Усть-Куте, Ленске и Канске. В дореволюционный период проспект Ленина, как многие знают, называлась улицей Большой, которая и тогда считалась самой главной улицей города. Вот эта траектория вот этой улицы, она была самой главной, потому что конец ее начинался как бы вот два конца, то есть это, допустим, Заложная часть, оттуда располагалась, уходила трасса на Иркутск. То есть основная связующая линия, тракт, Иркутский тракт, проводился именно через эту улицу, можно сказать. Также она доходила до нынешней площади Орджоникидзе, и там она шла уже дорогу на Намский улус. После февральской революции в 1917 году эта улица была переименована в улицу имени Великой Февральской революции, а 5 годами позже улице дали имя Великой Октябрьской революции. После этого только с 1962 года она стала носить имя имени Владимира Ильича Ленина. А самое главное, что вот на этой улице находился один из самых таких примечательных домов города Якутска. Это торговый дом Коковина-Абасова, а впоследствии разрушенного и построено на нем здесь вот здание Якутзолота, то, что мы видим на заднем фоне. А на месте нынешнего здания Дома правительства стоял известный и любимый среди горожан продовольственный магазин номер 1, который еще называли Домом Манитаха. Зрители, наверное, которые сейчас смотрят, они, наверное, вспомнят, что здесь на месте от угол Кирова, проспект Ленина, там, где у нас кафе «Кристалл» в прошлом, а теперь это ряд там магазинов, там находился первый дворец пионеров, так называемый. И вот он был построен в 1937 году, и в этом году вот дворец пионеров отмечает свое 80-летие. Чем, наверное, мне хочется их поздравить. А еще ранее территория нынешней площади Ленина в прошлом была полностью занята большим кирпичным зданием гостиного двора, построенного в 1836 году. Своим видом и размером гостиный двор производил на жителей и приезжих большое впечатление и считался одним из лучших и красивых зданий старого Якутска. Все наверняка знают этот колоритный деревянный дом с нарядной резьбой на наличниках и грациозной водосточной трубой по улице Крупской. А ведь в начале 20 века в этом доме жил глава Восточно-Кангаласского улуса Лепчиков. Он и его семья проживали в этом доме до 1917 года. А после революционных событий здание было передано советской власти. Данный объект у нас уникален именно в том, что это фактически последний из домов в городе Якутске, именно дореволюционного периода, который сохранился в сравнительно хорошем состоянии. И это один из тех примеров богатых домов города Якутска. То есть наличники прекрасно сохранились, есть водостоки, есть каблучки. То есть очень много тех архитектурных решений, которые были очень, так сказать, модные, да, в конце 19 века, начале 20 века. То есть в доме Лепчикова была специальная комната для прислуги, конюха. Кроме этого, в его поместье находилась отдельная конюшня и даже доходный дом, то есть дом, который приносил семье доход. И поскольку в то время жилищный вопрос стоял крайне остро, даже руководителям областей приходилось снимать себе жилье. Именно в начале
20 века в этом доме проживали такого уровня, как вице-губернаторы. То есть вполне возможно, что вот 100 лет назад, когда произошла наша февральская революция, и исполнял обязанности губернатора, это как раз вице-губернатор Тизенгаузен. Вполне возможно, что как раз он жил именно в этом доме. Дом Лепчикова находится на пересечении улиц, ранее носившие названия Полицейская и Заложная. Он был построен якутскими плотниками, которые отразили в постройке народное творчество до революционного времени. Сейчас же по этому адресу в 3 квартирах проживают 3 семьи, заселившиеся в дом примерно 60-х годов прошлого века. Где сейчас находится здание НВК «Саха», военный комиссариат, радиоцентр. Вся эта площадь ранее принадлежала якутской военной команде. Здесь находились солдатские казармы, дом начальника гарнизона, лазарет, флигели квартиры, склады. Сама якутская команда просуществовала до 1918 года. Руководителем, командиром нашего якутского гарнизона был Николай Дмитриянович Попов. Полковник, участник русско-японской войны, имел боевые награды. И самое главное, он был родным дядей нашего знаменитого художника Ивана Васильевича Попова. Позже, в 1921 году, когда встал вопрос о создании военной школы, место для нее было выбрано тоже. Ведь уже были помещения для казармы, был плац, и в 1924 году на этой же территории открылась Якутская национальная военная школа. Якутская национальная военная школа просуществовала до 1941 года. Там у нас вышло огромное количество будущих офицеров, в том числе и Герой Советского Союза Николай Николаевич Чусовской. Там и целый ряд, более 900 человек были выпущены из этой национальной школы. И, соответственно, в этот же год, то есть в 1924 году, улица Казарменная была переименована в улицу Красноармейская. А уже в начале 60-х годов Красноармейская улица получила свое нынешнее название – имени Орджоникидзе, которого мы знаем как видного советского, государственного и партийного деятеля. Серго Орджоникидзе в 1916-17 годах отбывал ссылку в Якутии, в частности в селе Покровск. Дело в том, что тогда, когда он там работал фельдшером, будучи в ссылке, он познакомился со своей будущей супругой Зинаидой Гавриловной Павлуцкой, уроженкой как раз вот Хангаласского улуса, ну, в смысле имеется в виду Покровска. Она работала тогда учителем начально-приходской школы и была дочкой священника. И вот отсюда они в 1917 году, после февральской революции, вместе с другими полицейными покинули наш город Якутск. К слову, Хангаласский улус до 1991 года также носил имя Серго Орджоникидзе. В городе еще есть площадь его имени. Так что можно смело сказать, что этот грузинский революционер оставил большой след в истории нашей республики. А эта табличка, установленная в 60-х годах, подсказывает горожанам, что на этом месте стоял дом, где некогда снимал жилье человек, чьим именем названа центральная улица Якутска. Вся эта величественная деревянная композиция называлась Якутским Кремлем, строительство которого датируется 1685 годом. По-настоящему это Якутский Кремль. И он был создан вследствие того, что была угроза Якутску со стороны маньчжурской династии Цин. Согласно словам Бессонова, в Албазине, а ныне это Амурская область, с
сподвижники Хабарова в количестве 300 человек разбили 10-тысячное маньчжурское войско, которое до этого уже завоевало Китай и планировало идти на север. Дело в том, что эти якутские казаки воюют как тигры, свирепые как тигры. Поэтому император Цин сказал, что надо уничтожить рассадник, осиное гнездо якутских казаков, город Якутск. И отправили туда, говорит, через год 100-тысячное войско. Именно по этой причине 300 лет назад воевода Преклонский приказал построить крепость, окруженную острожной стеной. Но после заключения Нерчинского договора необходимость в обороне отпала, и крепость со временем начала ветшать. Изначально она стояла все время, да, ну то есть до 60-х годов оно стояло на своем родном месте, это на территории площади Дружбы. Вообще судьба якутского Кремля оказалась весьма печальной. Время разрушало крепость, уничтожало ее, и от былого величия осталась лишь западная надвратная башня. Первую реставрацию провели в XIX веке по приказу якутского губернатора Ивана Крафта. Этот памятник оборонного зодчества, ставший символом столицы республики, простоял вплоть до начала 21 века. А в 2002 году, за несколько дней до празднования 370-летия Якутска, башня сгорела. Дело в том, что в 1981 году была произведена первая реставрация знаменитым академиком Александром Викторовичем Ополовником. Это как раз 350-летию города Якутска. И поэтому, когда была завершена реставрация этой башни, обмерные чертежи он подарил Краеведческому музею. И вот на основе вот этих обмерных чертежей была воссоздана в течение 2 недель была воссоздана эта башня.